Новое радио. Новое радио. Всем привет, это шоу «Девчат» на новом радио «Волна 95,5 FM». Здесь мы рушим все стереотипы, здесь мы разрушаем все мифы о том, что девчонки бестолковые, да? Кто так говорит вообще? Ты так сказала только? Да? Да, ты прямо сейчас об этом сказала. Хорошо. Мы в первом часу уже с вами поговорили о стереотипах, да, у нас была тема дня, рубрика «Келинчак», да. У нас еще одна рубрика осталась, но эту рубрику мы оставили для того, чтобы обсудить вместе с нашей сегодняшней гостьей. Сегодня у нас в гостях Хотун. Хотун – основатель проекта Тум Метони, где она помогает женщинам, которые переживают сложный период в жизни. Я не должна была, наверное, с такой интонацией, да, сейчас Да, говорить ты об прям этом? очень... Нет, наоборот, ты прям драматизируешь этот момент, это наоборот классно. Я драматизирую? Да. Я слишком весело об этом сейчас рассказала, нет? Нет. Ну все, Всё, хорошо, да. да? Хорошо, Всё контролируйте хорошо, меня, да. девочки, мои девчата. Итак, Хотун, здравствуйте. Добро пожаловать, Хотун, рада вас тут видеть. Спасибо большое. Всё хорошо? Очень Всё нормально приятно у вас? с вами познакомиться. Все супер, все замечательно. Хотелось бы внести поправочку. Проект называется Тум Метони. Да. Тум Метони. И это действительно о перезагрузке женщин. В первую очередь, то есть мы их перезагружаем не только внешне, да, как это принято воспринимать, да, вот таких программах, то есть мейкап и переодевание. Также с героинями выпусков проводятся работы с психологом, сеансы. О, классно. Да. То есть исключительно именно в той области, где она нуждается в помощи. Проблемы у каждой героини разные, поэтому и психологи как бы работают в разной сфере, да, можно сказать. После того, как с ними работают психологи, мы также их обучаем ремеслу, чтобы им в дальнейшем помочь заработать себе на жизнь, обеспечить себя каким-то образом. Вот, собственно говоря, цель нашего проекта в этом заключается. Мы с девочками Да, посмотрели мы все все 3 посмотрели. выпуска. Мы знаем, что вы большое. получили награду блогера за этот вклад. Я хотела, знаете, спросить о чем? В какой момент вы решили, что нужно вот сделать что-то такое? Вы знаете, на самом деле эта тема мне достаточно близка, и я давно хотела оказать действительно такого рода помощь нашим женщинам, да, но исходя из того, что я была занята работой своей основной, 8-часовой график мне не позволял это делать. Так как сейчас у меня более гибкий рабочий график, я могу совмещать, и поэтому вот решила, нашла нужных людей, нашла нужных специалистов и, собственно говоря, занялась этим проектом. И то есть вот вы видите плоды. Супер, отлично. Да, А чем вы да. занимаетесь Труда. за пределами проекта? На самом деле я сейчас в декретном отпуске. Моему сыну. Поздравляю, Да, прекрасно спасибо большое. выглядите. Спасибо Да. большое. Ну, моему Да. сыну уже довольно достаточно такие мужичок, 2 года. Как бы у меня есть в запасе мой официальный декрет еще год, поэтому вот я реализую свои какие-то планы, которые я не могла осуществить, исходя из того, что был очень сжатый график, Да. наверное, да. А вас Да. поддерживает ваша семья, ваше окружение? На самом деле, да, если бы не было В планах этой проекта, поддержки, я имею в виду. Да, безусловно, я вас поняла. Если бы не было этой поддержки, оказанной семьей, друзьями, подругами, безусловно, мне было бы это сложновато осуществить. Поэтому, да, с худоба шукра, при поддержке всех моих любимых и родных людей я смогла осуществить этот проект. И что-то мне подсказывает, что вот на ту работу, где я сижу в офисе, я, наверное, уже не вернусь, так как действительно это работа, плоды, которые ты видишь, и это плоды, которые могут изменить чью-то жизнь. И это на самом деле так бесценно видеть эти сверкающие Счастливые глаза женщин, да, которые... Эх, Хотун, давайте мы не будем сейчас пугать ваших основных работодателей, да, которые сейчас услышали это, уже готовятся к тому, что вы уйдете. Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, если у вас есть какие-то вопросы, можете нам написать на номера Telegram 55 00 55 955 955, да, легче будет так. Если есть вопросы, напишите нам, Хотун обязательно на них ответит. سوالی که میخواستم پرسم از شما خاتون این بود که شما گفتید که همین چیزی برای شما الهام است که وقتی که شما میبینید در چشم همان قهرمانان برنامه خود خرسندی را چخیل آنها صاحب یگان چیز شدن چخیل شما توانستید که طریق برنامه خود لایحه خود به آنها کمک رسانید و میخواستم پرسم که همان قهرمانان برنامه خود را خود شما انتخاب میکنید و یا آنها به شما مراجعت میکنند؟
На самом деле они к нам обращаются, то Мгм. есть героини бывают разные, их проблемы бывают разные. Одно дело желание, а другое дело уметь этим поделиться, да. Безусловно, желающих много, но есть женщины, девушки, у которых слишком свежие раны, и то есть с ними немножко проблематично это обсуждать, чтобы они открылись. Поэтому, безусловно, мы выбираем, то есть с ними проводится беседа, я лично с ними говорю о их жизненной проблеме, да, и то, насколько они готовы и открыты к тому, чтобы этим поделиться вас и сюда. быть готовым к изменениям на самом деле. Хотеть одно, а быть готовым принять эти изменения совершенно другое. Поэтому да. Можно вопрос еще один? Да, Я вот конечно. посмотрела, где вы помогаете так. Апизе Бо, по-моему, да, ее зовут, Да, где Шабнам вторая. пришла, да, в Шабнам конце? Мисурайон. И сама ей вручила там подарки, Гул, цветы. Да, Смотрите, вы сказали, что вот мы отправили нашу героиню к психологу, да, Мгм. к визажистам, Мгм. не развернули, так сказать, в целом весь процесс, не показали, что вот у нее, допустим, были такие-то проблемы, Мгм. и психолог разобрался вот именно с такими-то проблемами. Да, безусловно, я поняла ваш Мгм. вопрос. На самом деле, это опять же зависит от ментальности, от нашего менталитета. То есть Мгм. эти темы достаточно, скажем, глубокие. Да, Да, сакральные. То есть большинства сами женщин. героини говорят о том, что мы не хотим, да, допустим, Они говорить это рассказывают об на этом камеру. в целом, знаете, так поверхностно, что действительно у женщины проблема, а какая именно проблема, какие именно взаимоотношения с мужем, чтобы Ага. в первую очередь обезопасить ту же героиню, Мгм. опять же, от аудитории, да, как мы с вами прекрасно понимаем, Да, какие да, да. могут быть реакции после. То есть мы максимально снимаем выпуск и готовим материал исключительно для того, чтобы ее в первую очередь обезопасить. То есть какие-то моменты, безусловно, реабилитационные мы показываем, но Мгм. именно какая травма была у героини, да, условно говоря. То есть этого мы не раскрываем, потому что героини сами, ну, то есть не настолько готовы к Мгм. тому, чтобы рассказать там какие-то Мгм. моменты с супругом, Мгм. да, возможно, с семьей, с его. Поэтому как-то это как-то за закрытыми дверями проходит, но цель наша основная, она достигается. То есть работа с психологом проводится, болячки лечатся, Мгм. человек готов. чӣ қадар вақтро мегирад барои омода сохтани як барнома, чунки бояд пеши психолог равад, соҳиби ягон касб шавад, Бале. чуноне ки мо дидем дар ҳамон барномаҳои шумо. Чӣ қадар вақтро мегирад барои омода сохтани як барномаи шумо? Аз 2 моҳ то 4 моҳ тақрибан реабилитационный як момент. қаҳрамон. Барои як қаҳрамон, Мгм. безусловно. Окажется, все вот как-то Да, вместили да, в да. 15 Знаете, минут. Ман почему? дидам, как ман будто- дидам як барномаи шумо соли нав буд, як таш наврӯз Да, буд, да, барои да. ҳамин ман Интервал фаҳмидам, ки большой между ними, да, потому что физически это уложить в 2-3 съемочных дня это сложно, поэтому мы проводим всю работу как бы в течение этого периода и подытоживаем уже тогда, когда героиня действительно и морально, и Мгм. физически готова к Мгм. съемкам. Ну, спасибо вашему монтажеру, да? Да, За- да. Все это смог за 15 минут, да? Нет, бале, это- бале, ҳар касам наметавонад да, дар согласна. давоми 15 дақиқа кори думоҳаро пешниҳод Не, карда. это классно, что когда снимаются проекты и при этом герои не дискредитированы, Мгм. их желания учитываются. Безусловно, Да, безусловно. не Это показывают их, чтобы больше хайпа уловить. Конечно, Нет, они конечно. показывают, и мне это очень нравится. Ну что ж, дорогие друзья, в гостях у нас Хотун, это шоу «Девчат». Оставайтесь с нами, мы вернемся к вам после короткой рекламы, да, я надеюсь, она короткая, потому что у нас есть много о чем поговорить. Ну а сейчас, извините, девочки, девчата, я вас Кандина отключу, да. Ракс. Новое радио. Ну что ж, друзья, чтобы не стать нелепым трендом в ТикТоке, да, нам в этом поможет Хубон, потому что Хубон сейчас нам расскажет кое-какой секретик, дабы не загореть этим летом и не превратиться в пепел. Да. Хорошо, что ты сделала такую подводку, ремарочку к тому, что я хочу сказать, потому что, девочки, лето наступило. Я так рада, что пришло лето. Можно носить коротенькие платья, можно не делать укладку, не делать тону макияжа, потому что ты просто все это растает на твоей коже. Но я хочу, чтобы мы не забывали самое главное. Это уход за кожей. И он начинается именно с SPF крема, Так, солнцезащитного так. крема. Девочки, я советую вам использовать крема, которые с SPF, которые содержат 20 или 30, если вы в основном бываете в
помещениях. Мгм. Если вы хотите поехать в Нурек, в Арзо, позагорать так от души, то запаситесь SPF на 50. Потому что от того, что имеются ультрафиолетовые лучи, которые приводят к пигментации, наверное, многие из нас видели, как с возрастом у нас появляется вот пигментация на лице. Мы не обращаем на это внимания. Мы думаем, что у нас, условно говоря, тоналка содержит SPF-ку. Достаточно. Нет, недостаточно. Мажьтесь SPF-кой, не жалейте его вообще. Не зря считается, что это самое главное уходовое, что есть у нас у девочек в сумке. Тем более, что сейчас появился спрей солнцезащитный, которым Кстати, я пользуюсь да. постоянно, девочки. Да. С утра встаем, первое дело, что мы делаем? Наносим SPF, потом все остальное. Если вы в течение дня куда-то уходите и не можете обновить свой макияж, тогда я вам советую использовать именно спрей. И плюс я хочу узнать, какой вы используете SPF-крем, или вы такие, не нужно, я хочу позагорать. Я пока что не использую никакой, потому что тональный крем, который я купила, Вот. это уже SPF 50, Как да, то плохо. есть меня обнадежили этим. Кстати, да, Нет. вот, Хубон, спасибо за то, что один раз, 2 недели назад, когда было кое-какое мероприятие, мы стояли под палящим солнцем, вот она поделилась своим спреем. Я надеюсь, что он мне помог, да, ну, хотя видно же по мне, что не помог. Шучу, на самом деле помог, и стоит он не так дорого, да? Да, в районе... В районе 1000 самон. Нет, Мы это же в девушки Фариде. богатые. Это в Фариде. Нет, Можем себе позволить. Ну нет. что ж, тогда смотрите, дорогие друзья, вот все, лето уже наступило, давайте все запаситесь SPF-ками, да? Да, самое главное, не забывайте использовать, покупайте себе шляпы, кепочки, потому что нужно сохранять кожу. Прямые лучи солнца, они раздражают кожу, из-за чего происходит, к сожалению, пигментация. А у нас вот от солнца не скрыться, поэтому носим кепочки, и мы выходим на маленький перерывчик. После Да, мы вернемся да. к вам обязательно. Ну а я напомню, что это шоу «Девчат». Вы находитесь на волне 95,5 FM. Это новое радио. А также не будем забывать о том, что у нас сегодня в гостях Хотун. Мы говорили о том, что это основатель проекта Ту Метавони Фарида. Слушай новое радио. Ой, после этой песни так и хочется пойти в караоке и петь «Who run the smart girls?» Так вот, почему вы мне не подпеваете? Потому что Фарида, мы- ты вообще знаешь эту песню? Потому что мы не хотим позориться, потому что мы уважаем своего слушателя. Почему? Тогда Я вас Злата поддержу. Дусмедори. Я же сказала, да, я отношусь к тому числу людей, которые, Да, если, конечно же, такие люди есть, которым нравится свой голос. Да, я обожаю свой голос, я обожаю себя. Любите себя, дорогие друзья, будьте любимы Хорошо, собою, Николай в первую Басков, очередь. ладно. Так вот, напомню о том, что это шоу «Девчат», волна 95,5 FM. Это наш первый эфир вот с девчатами. И напомню о том, что у нас сегодня в гостях Хотун. Представьте Хотун, пожалуйста. Мы говорили о том, что это основатель проекта Ту. Метавони. Вот, Фарида, Да. видишь, как нужно? Давайте договоримся так. Давайте в следующий раз, когда будет именно эта шапка «Who Run the World», Girls. она закончится... Кстати, да. Все. «Who Run the World». Кстати, смотрите. Ну, ясно. Вот это Подождите. команда называется. Вот это Подожди, не девчата. синхронизовались. Ладно, смотри, само название Туметавони, оно же так вдохновляет, You can мотивирует. do it. You can do Да, it. You can do Yeah, it. babe. Оу. Все, я Всё, уже давайте. вошла в роль. Смотрите, в общем, Хотун, мы говорили о том, что у нас для вас есть сюрприз. Да. Бояться этого не надо, да? Вы любите вообще сюрпризы или как? Я их просто обожаю. А. Ну, Не. смотрите, шоколадкой мы вас уже накормили, да? Да. Водичку вам это был один дали. из сюрпризов. Это один из Окей. сюрпризов, да. Мы подготовили для вас мини-игру. Она не слишком сложная и не слишком простая, да? Да. Окей. Вот, объясни, пожалуйста, правила игры, Хубон. Правила игры очень просты, Хотун. Мы называем вам предметы, можно даже не только предметы, все что угодно. Так. И по 3 штуки, скажем так. По три- по 3-4, Чёрт, 3-4 да? наименований, и вы... Наименование, и вы должны выбрать лишнее. Ага. Все, вот Хорошо. очень быстро Что-то на их раздумье. связывает? Да, Реально из этих да. слов Пали. лишнее? Лишнее, Хорошо, да. я На поняла. раздумье вам дается секунд Хорошо. 3.
максимум. Да, давайте Да. я пальцами Ничего буду себе. считать, да, потому что Вот, вот прям вот так, да. раз, давай. два, три, О, я да. покажу, да? Да, да. Значит, первый вопрос. Как называется игра? У нас Хотун игра туме «Угадай того кто» не- или «Угадай того, что», да. да? Да, Фарида, убери ты пока лишнее. поддерживай. Убери Хотун. лишнее. Убери лишнее? Да, убери лишнее. Убери лишнее или убери лишнего? Убери лишнее. Смотришь, Ганджина тут нет уже в эфире. Так вот, смотрите, тогда начинаем. Хотун, вы сначала слушаете вопросы, потом 3 секунды у вас на раздумие. Хорошо. Окей? Поехали. Смотрите. Так, кто тут лишний? Хритик Рошин, Айшвария Рай, Шахрух Хан, Жан-Клод Ван Дам. Жан-Клод Раз, Ван Дам. два. Почему? А. Ну, потому что он не индус. Yes! Итак, второй вопрос. Диван, шкаф, лампа, стол. Раз, Лампа. два. Почему? Потому что это не мебель. Вот. Замечательно! Yes! Так, третье. Да, Хубон, да, давай да, ты, да. потому что со мной Хотун выигрывает. Или давайте я сама. Да, давайте, пока я Очень открою. сложная да, игра. да. На самом Да, Хотя очень- нет Нет, давай я возможности, сама, сейчас давайте, будет хорошо. А, Ну, не очень слишком сложно. Очень Ну, мы думали сложно. сложно. Не, Ну, смотрите. сложно. Фарида не Валя могла ответить. Так вот. Валя Хотун, мета у нас. Смотрите, Да, третий раунд. Арбуз, земляника, черника, слива. Раз, два, Арбуз. три. Нет, слива. Почему? Мгм. Потому что это не ягода. А? Это не ягода. А? Фрукт. Да, да. Класс. У тебя есть последний вопрос, походу. Да, у меня есть один вопрос. Он чуть отличается от того, что сказала Ганджина, но при этом Отличается чем? в плане того, что там чуть-чуть другое направление Фрукт, в там этом другой плане. фрукт. Не, Ну, там в целом недооценивает нас Хотун. все направления же. Подожди, ты Мы готова? еще те Сейчас фрукты. пойдет 99 Да. уровень. Я-то да, готов, Хотун. чувствую? Вы готовы? Я Готовы? Да. Сфинкс, жираф, Василиск. О, сын, жираф, Василиск. Да. Василиск, Ага. насколько я знаю, это растение. Мгм. Я вообще забыла Сфинкс, про время. жираф, Ну, там 3 Василиск. секунды уже Жираф, прошли в любом сфинкс случае. это животный, Василиск, следовательно, растение. Да? Кто поймал? Я поймала Да, жираф да, лишнее, да. потому что это существующее животное, Ага. а сфинкс и Почему-то Василиск. Василиск, это А, что-то да, связанное да. с растением. Вот типа мы решили вас с флорой. чуть-чуть запутать. Но Вот видите? вы У вас- справились вам- отлично. Да, Хотун, Да, вы да, да, молодец. честно. Да, Молодец. Не мы ожидали Кстати, такое, что мы не ожидали. конкурс- Пока Давайте лампа рождать надо, что Сделаем так, давайте Да, будем да. говорить, как наши гиверы, да? Гиверы или гивщики, как их называют в Инстаграме. Все было честно. Да, все было Бегун честно. тагабузи, бегун Бегунчик. холабузи в нашем Маша, случае. Валя. Все было честно. Спасибо вам большое за игру Вам Хотун. спасибо. Да, спасибо. Вернемся тогда к теме, к проекту Да, Ту да. Метавони. Хотун, скажите, пожалуйста, вы потом после того, как закончился проект с тем или иным героем, в вашем случае с героинями, вы выходите с ними на связь? Спрашиваете, Конечно. как у них дела обстоят? Да, безусловно. К примеру, одна из наших последних героинь, Адолат, Мгм. она устроилась работать в кафе «Театр». То есть, так как Мгм. она обучилась кондитерскому мастерству, она сейчас вполне себе хорошо зарабатывает, да, условно говоря, в этой же организации, где мы ее реабилитировали, где Мгм. мы ее обучали. И помимо этого она нашла в себе ресурс также быть волонтером, то есть делать благотворительную работу, на самом деле, так ее вдохновили мы, возможно, то, как она в себя поверила, и она сейчас вяжет для недоношенных детей, то есть Мгм. это группа лиц, да, где они еще и производят такого рода. А со всеми остальными, да, безусловно, мы периодически выходим на связь, пытаемся их устроить на работу, да, Мгм. чтобы их и это устраивало, и как бы вот, собственно говоря, так. Как вы думаете, вообще ваш проект, он полезен? То чанд оза дигар кардас, и вас кардас. Безусловно, я думаю, Канада да, По потому что... 10-бальной шкале дайте оценку вот сами. Худатонра. Ну, это будет, наверное, нескромно немножечко, но я на данном этапе расцениваю его по 10-бальной шкале. Есть свои недочеты в плане организационных моментов, Мгм. а в целом смысл проекта, я думаю, что это все 9 из 10, потому что действительно женщины, они начинают в себя верить, безусловно, то есть это происходит на глазах, и ты видишь, какой зажатой, какой закрытой от мира была женщина, и какой И раскрылась, она... да, На в конце? самом Прям деле, как они- лотос. Прям Мы как же лотос. говорили, я, да? Я же не зря выбрала этот цвет. Это вы сами выбрали, да? С концепцией вам кто да. помогает? На самом деле я сама. Сами все Опять же, делаете. это звучит нескромно, да.
Да. Это На звучит данном очень этапе- скромно, Очень очень скромно. скромно. Вы молодец. На самом деле, да, но как бы в будущем, я думаю, что если мы будем расширяться... У то вас есть будет это- команда. Да, возможно, Мгм. насиб, иншаллах. Из Но на скольких данный людей момент- сейчас состоит ваша команда? Я съемочная команда, с которой я Ага. каждый раз, в Ага. принципе, они помогают со съемками. И, собственно говоря, каждый раз я нахожу спонсоров, организаторов, партнеров, да, и, собственно говоря, визажистов, магазины и так далее. То есть Хуб, все эти организационные моменты организовываю я. Масло масляное Хуб, получилось, хотун, но вот. мо дар ҳар як барномаи шумо вақте медароем номи мон қаҳрамони шумо Да. номи ситораҳо аст шабнами сурайё Да, Мадина да, Ахназарова да, да. ва ҳамин фикри ки буд даъват кардани онҳо ва чуноне ки мо дидем онҳо ҳамагӣ дар барномаи шумо як Да. дақиқа шояд дар оянда ҳамин хел мешавад ки онҳо бо ҳамон қаҳрамони шумо суҳбат мекунанд ягон фикр доред ягон дигаргунӣ ва ё Да, есть это, знаете, такого своего рода, опять же, помощь этой же героине, потому что для них это такая некая заветная мечта Мгм. увидеть звезду, поговорить, еще и учитывая, Плюс что звезда поддержка. приходит Да. лично Мгм. ее поздравить. Мне кажется, одного этого фактора в принципе достаточно Достаточно. на данном этапе, но безусловно, то есть дар на оянда них- ният аст ки онҳо ягон да, суҳбат кунанд конечно, конечно, вот какие-то напутствующие слова вы имеете в виду какой-то диалог, да, бале бале да, все это планируется. Я думаю, что Хотун идеально подходит под нашу тему стереотипы о девушках, потому что Бале. Слушай, вернемся девочки, к нашим вы- темам. да, вы от них Бале. от темы Алло. очень отошли, но в целом мы были в этой теме, потому что я смотрю на Хотун, на женщину, девушку, как пел Чумаков, и восхищаюсь, потому Спасибо что большое. всесторонне Хотун, будучи в декрете, работает, находит себе новые занятия, у нее также есть хобби, если не ошибаюсь, да? есть хобби, безусловно. Перманентный макияж Да, бровей. да. Можете Сама себе обращаться. Да, вот Классные всё, брови классно. у вас, кстати. У меня они тоже, да, красивые, я сама себе выщипываю. И мы потом с вами об этом поговорим. Ой, меня это Пару сейчас замечаний. пугает, если честно. Все это время думала, что идеально все у меня. Так, смотрите, у нас... Ой, спасибо. Да, 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 Все, мы да. с вами подружимся. У нас девчата. Конечно. Да, да. Про стереотипы. Да. В общем, мы выбрали сегодняшнюю тему стереотипы. Вот смотрите, как вы думаете, женщинам важнее семья, мужчинам карьера? Как вы относитесь вот к данному стереотипу? На самом деле, для меня это понятие настолько непостоянное, Мгм. учитывая, как развивается мир, да, насколько сейчас женщины выдвинулись на ту нишу, где они могут зарабатывать наравне с мужчинами, поэтому я думаю, что это такой немножечко непостоянный стереотип, который Мгм. имеет свойство меняться, да, в зависимости от менталитета, от страны и так далее. Это, безусловно, не может не радовать, что Мгм. женщины сейчас могут быть независимы финансово, в первую очередь, да. Также восхищают меня те женщины, которым удается это так красиво совмещать с семьей, Да, потому что, да. как ни крути, основополагающая счастливой женщины, опять же, это гармония в семье, я думаю, да. А если есть гармония в семье, то я думаю, что и Хамахуш карьера бахтастан, также далее. пойдет гладко. Вот, собственно говоря, мой ответ таков. Я не считаю это стереотипом. Понятия, которые могут меняться, то есть я их не считаю стереотипом. Да, согласна, потому что если раньше мы говорили о том, что женщина это возле кухни, там Мгм. готовит, а Да. муж где-то на работе, то сейчас это больше партнерские отношения, Да. где муж и жена поддерживают Согласна. друг друга, Понятно. вместе следят за детьми, Конечно. могут помыть посуду, помочь жене, когда там ребенок орет и нужно его накормить. Поэтому в целом это и есть постулаты, принципы, можно сказать, на чем держатся хорошие Ойля и отношения. Бале... О, Бале. Отношения. Он, батотики. Бале, ойля, солим. Да, согласна, поэтому это, безусловно, классно. Эх, много-много очень на самом деле стереотипов, да, к сожалению, времени-то у нас мало. Да, Всего да, лишь да. 2 часа нам выделили, надо было вот 5-6 часов, С утра до вечера. минимум, С утра до вечера. потому что вот мы же сказали, что мы сегодня будем рушить мифы о том, что мы обсуждаем, сплетничаем, да, но мы не сплетничаем, дорогие друзья. Как вы убедились, мы говорим по факту. Вот, дорогие друзья, спасибо вам большое всем тем, кто сейчас нас слушает, а я знаю, кто у нас сейчас слушает. Я имею в виду из моего близкого круга. Так вот, спасибо вам. Я надеюсь, что всем этот эфир понравился. Он был
по мне так плодотворны. Мы еще раз благодарим вас за то, что вы пришли, Хотун. Огромное спасибо. И в конце хотелось бы сказать, что действительно наши таджикские женщины, несмотря на их внешнюю слабость, они, если вы видели логотип проекта, он из себя представляет лотос, да? И женщина, на самом деле, они, собственно говоря, как и этот цветок лотоса. Раскрываются, да? Внешне, на самом деле, это очень Прекрасная Да, на самом деле, если внешне этот цветок достаточно хрупкий и нежный, то его стебельки, если вы знаете, то есть годами ничего не может с ними произойти. Да, на самом деле это вот как бы олицетворение таджикской женщины. Прекрасно. Спасибо большое. Вам Вы наша спасибо, первая Хотун. гостья. Очень приятно. Да, будем И рады надеемся, видеть не вас последняя. чаще. Да. Мы будем приглашать вас чаще и чаще. С моей легкой ноги, Да. Легкой ноги, красиво сказала нам. мы сможем это сделать. Ну что ж, ребятушки, все эти 2 часа с вами были Ганджина, Фарида, Хубон, Хотун. Сегодняшние темы наши были стереотипы про женщин, про девушек. Я надеюсь, что мы хоть немножечко, да, сумели поменять раскрыть ваши взгляды, да, раскрыть кое-какие темы. Ну, вернемся тогда с девчатами в четверг. На следующей неделе ровно в 17 ОО до 19 ОО. Слушайте шоу «Девчат». Мы к вам вернемся. Обязательно. Я бы хотела... Надо было сказать «I'll be back», но we will will back. Yes, who run the world? Girls. Всем пока. До свидания. Новое радио. Новое